Сразу 3 страны за один визит. Никогда еще приезд президента России в Среднюю Азию не был таким насыщенным. Казахстан, Киргизия, Таджикистан. Конечно, логично было бы увидеть в этом ожерелье и Узбекистан, но еще и 3 месяцев не прошло, как здесь вступил в должность новый президент. Так что эта встреча, конечно, будет, но, вероятно, позже в Москве. Согласитесь, встречи и переговоры Путина с лидерами этих стран для нас почти привычны. Мы друзья, партнеры, соседи. Да и форматов для совместной работы много. Двусторонние встречи, СНГ, таможенные Евразийские союзы, военные АДКБ. Но для этого визита повод был особый. 25 лет установления дипломатических отношений. Конечно, наши отношения намного глубже. Эти страны Центральной Азии, которые мы привычно с советских времен называем Средней Азией, связаны с нами такой долгой, особой, вековой историей. Мы части одной большой страны, и ее разлом был для всех трагедией. Впрочем, для них особой. Ведь в том Беловежском соглашении их-то вообще ни о чем не спросили, а просто так росчерком пера сделали принудительно свободными. 25 лет назад им пришлось строить свою государственность. И в том, что мы сохранили наши прежние особые отношения, и есть, наверное, главный смысл вот этого юбилея. А сегодня именно они наша опора на юге, наш стратегический тыл. Сегодня и для нас любая нестабильность здесь тревожна. Ну, а вызовов, конечно, много. Вот посмотрите на карту этого региона. На юге проблемный Афганистан и Иран. А рядом такие мощные игроки, как Китай и Индия. А еще, конечно, за этой пятеркой стран очень внимательно следят и США. И смысл их игры в этом куске Азии беспредельно понятен. Создать дугу нестабильности для Китая и России. Впрочем, это были планы Обамы и Керри. Даст ли теперь на это денег Трамп? Но именно поэтому наш политический обозреватель Виталий Воронин предлагает сегодня посмотреть на наши отношения в такой своего рода 3D-проекции, когда за первым планом видны глубинные проблемы и риски всего региона. В окрестностях столицы Таджикистана Душанбе вовсю кипит стройка. Прерываясь лишь на время намаза, десятки, сотни семей строят себе новые дома. Владельцы этих 2- и 3-этажных особняков делятся на 2 категории. Или при хорошей должности, или вернувшиеся из России гастарбайтеры. Даже зарплата 18-20 тысяч рублей все равно в 3 раза выше средней в республике. В Россию едем на заработок. И там потихонечку собираем денежки на стройку и на жилье. Фирдавси Бакоев, или как он просит называть себя по-русски Федор, начал строить дом 6 лет назад, когда женился. Сейчас у него 3 детей, пока маленький, на всех 1 комната, детская. Вот как в спальне ребятишкам. Это как получается душевая. С 1994 года его жизнь идет по особенному графику. Зиму и начало весны – дома, лето и осень – в России. И таких, как он, 800 тысяч по официальным данным. Каждый 10-й житель Таджикистана. А если убрать из статистики стариков и детей, получится каждый 3-й. Россия – это как получается 2-й дом для нас. А так коротают дни те, кому въезд в Россию запрещен. Возле каждого крупного базара можно увидеть эти очереди паденщиков. В ожидании работы они могут простоять всю неделю. Стройка, вот тяжко на все работа. Кто придет, вот говорит, у меня вот такой работа. После ужесточения миграционного законодательства в России 400 тысяч граждан Таджикистана оказались невъездными. Каждый 3-й гастарбайтер. Уверяют, нарушения у подавляющего большинства не криминальные. Как правило, опаздывали по срокам с регистрацией или пребыванием. Только вчера арестовали меня. Вот, документ у меня в кармане. Только вчера, 20-го, за то, что я 3 дня не прописывался там. Для Таджикистана, где только по официальной статистике безработица почти 11%, трудоустроить еще и этих невъездных – настоящая проблема. Потому власти решили изменить всю систему образования, чтобы подготовить будущих трудовых мигрантов. Какие документы нужны трудовым мигрантам? Во всех профтехучилищах ввели обязательные курсы русского языка, российской истории и юридической грамотности. Их иногда так и преподают. 1 учитель все 3 курса. Не хватает кадров. Гульруксор Сафарова с дипломом педагога 6 лет строгала салаты и лепила манты в России. Там была частное, там маленькое предприятие. Эта женщина, я фамилию не помню, но имя помню. Очень хорошая женщина была, Ольга Константиновна. У них семейное было вот это кафе. Мы там работали. Сейчас на русских курсах аншлаг. В Восточной Европе все в обязательном порядке учат английский, а в Средней Азии зубрят великий и могучий, как завещали еще классики. Жизнь так уложена. Без России
нам трудновато. Экономист тут бы сказал, перечисление гастарбайтеров на родину составляют треть ВВП страны. Треть. В России такую долю дают сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и обрабатывающая отрасль вместе взятые. Понятно, почему Владимира Путина в Душанбе очень ждали, даже несмотря на холодный ветер с памирских ледников. И прохладно? Рубашка. Прохладно. Не продуешь? Душанбе стал самым дальним пунктом среднеазиатского маршрута Владимира Путина, но, пожалуй, самым важным. Формально это был официальный визит в год 25-летия дипломатических отношений двух независимых государств. Президенту Таджикистана по такому поводу Путин вручил орден Александра Невского за укрепление этих самых связей. За этой наградой можно увидеть особый смысл, ведь из почти 200 орденоносцев лишь 5 иностранцы. Православные митрополиты Киевский и Минский, а также президенты Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Всегда мы рады приезду в Таджикистан наших российских друзей. Результат дружеских переговоров – 7 соглашений. Самое важное – вот этот документ, подписанный министрами труда с обеих сторон. Россия готовит амнистию для тех мигрантов, за кем нет серьезных нарушений. Эксперты считают, коснется каждого второго. В целом решение найдено, и мы будем работать в соответствии с договоренностью с президентом Таджикистана. В Душанбе московская делегация чувствовала себя как дома. На переговорах таблички на русском, на ужине все богатства земли таджикской. Организованный аппаратом российского президента звонок из Таджикистана в соседний Ашхабад президенту Туркменистана стал дипломатическим сюрпризом. Разговор был недолгим, но очень показательным. Здравствуйте, это Путин, я тут рядом, сейчас заехать не могу, график напряженный, но все наши договоренности я помню. Самого доброго хочу пожелать и поинтересоваться, как у вас дела, как вы поживаете. Как предполагают эксперты, обсуждали, скорее всего, две темы. Первая – энергетика. Туркмения богата газом, но из-за споров о цене у нее проблемы с Россией, а теперь еще и с Ираном. И вторая тема – безопасность в Центральной Азии. Россия и Таджикистан разделяют озабоченности распространения в Афганистане влияния террористических группировок, такой, например, как так называемое исламское государство. Черные флаги ИГИЛ появились в Афганистане еще 2 года назад. Сперва укрепились на востоке страны, но оттуда их начала выдавливать армия при поддержке авиации НАТО, и банды засобирались на север страны. В феврале боевики устроили взрыв у Верховного суда в Кабуле, 22 человека погибли, более 40 ранены, и напали на колонну Красного Креста в одной из северных провинций. 6 человек погибли, 2 попали в плен. Мы думали, что такое просто невозможно. Мы знаем этот регион очень хорошо. Наши коллеги были опытными и давно работали в Афганистане. Но тут было нападение именно на сотрудников Красного Креста. Есть опасность, что именно на севере Афганистана игиловцы смогут не только закрепиться, там сложный рельеф, многонациональное население, но и создать базу для боевиков, бегущих из Ирака и Сирии от разгрома. А это, по разным подсчетам, до 5000 выходцев из стран СНГ, прежде всего Центральной Азии. Ситуация в Афганистане обостряется. Вот в течение последнего времени там резко усилились разного рода радикальные исламистские вооруженные группировки, которые перешли к захватам новых больших обширных территорий. И тревожных свидетельств все больше. В январе министр внутренних дел Таджикистана заявил, что вдоль афганской границы скопилось 10-15 тысяч боевиков, много иностранцев. В феврале шеф полиции Памирской зоны Афганистана дополнил, на его территории в горах еще 7 тысяч боевиков, из них каждый 10-й не местный, многие семьями. В середине февраля губернатор провинции Сарипуль забил тревогу, появились вербовщики с большими деньгами. В уезде Кахистанат они организовали цех по производству бомб для смертников, зазывают как в ИГИЛ, так и в союзные группировки этнических узбеков и таджиков. Мы обеспокоены бурным ростом наркотрафика, трансграничной преступности. И в этой связи договорились активизировать совместные меры по защите таджикско-афганской границы, в том числе задействовать возможности расположенной в Таджикистане российской военной базы. Штаб 201-й российской базы под Душанбе. Отсюда до афганской границы всего 120 километров. Есть форпост южнее, в городе Курган-Тюбе, еще ближе к опасной территории. В 90-е российские подразделения стояли на таджикско-афганской границе. Десятки военнослужащих погибли в схватках с террористами, хоть тогда их и не называли таким словом. В середине нулевых рубеж целиком взяли под контроль национальные вооруженные силы. Наши отошли в ближний тыл. Сейчас, очевидно, угроза такова, что одних таджикских пограничников недостаточно. Наша страна является форпостом на данном рубеже, и это накладывает на нас огромную ответственность за адекватное реагирование и предотвращение любых возникающих угроз
и вызовов. Российские и таджикские военные прикрывают не только одну республику, но, по сути, всю Среднюю Азию, а вместе с ней и нас с вами, Россию. Если исламисты проникнут в одну страну, может полыхнуть весь регион. И это отчетливо понимают во всех странах. После переговоров в Киргизии, там еще одна наша военная база, лидеры стран подтвердили, российские военные будут защищать регион столько, сколько потребуется. Для этого и создавалась оборонная организация ОДКБ. Вопрос о расширении воинского контингента мы не обсуждали пока. Если Кыргызстан сочтет необходимым это сделать, мы тогда и обсудим. Но имейте в виду, что для нас это тоже дополнительные расходы. Но будем в рамках ОДКБ и на двусторонней основе будем это обсуждать, если такая потребность есть. Усиление угрозы со стороны Афганистана стало очень показательным. Еще в 90-е в Средней Азии пытались укрепиться американцы. В нулевые они и вовсе вливали миллионы долларов, пока были нужны транзитные базы для снабжения войск в Афганистане. Операцию там свернули, и в США потеряли интерес к региону. Предположить, что Трамп с его девизом «Америка превыше всего» направит в случае чего сюда морпехов, и вовсе из разряда фантастики. Во всех государствах Центральной Азии, даже в Туркменистане, есть понимание того, что Россия является главным гарантом их безопасности. И что никакая Америка, никакая Европа не сможет их защитить от внешних угроз, в первую очередь с юга, то есть из Афганистана. А Россия может это делать, Россия это делала, и Россия это всегда сделает. Есть еще Китай, который тысячелетиями жил бок о бок с Великой Степью. В последние годы Пекин активно возрождает шелковый путь. Во всех странах Центральной Азии на китайские кредиты строят железные дороги, автобаны, тянут высоковольтные линии и трубопроводы. Но однажды, обезопасив себя Великой стеной от кочевников, Пекин по-прежнему заботится о собственной безопасности и о том, чтобы грузы шли без перебоя. Китай не продвигает никаких политических проектов. А в этом регионе очень остро стоит вопрос о безопасности. Поэтому этому региону, этим странам обязательно нужен какой-то внешний политический и даже военно-политический донор. Удивительно, но Центральная Азия может стать примером сотрудничества трех сверхдержав России, Китая и США, где у каждой страны свои козыри и одна общая цель – сохранить регион стабильным, чтобы не получилось второго Ближнего Востока. Чем богаче будут страны, тем меньше таджиков или узбеков или киргизов будут откликаться на призывы террористических проповедников. Это сотрудничество является одним из немногих, где три державы могут между собой договориться. Если говорить о конкретных направлениях, то это, безусловно, во-первых, инвестиции, создание рабочих мест. Во-вторых, координация борьбы с международной террористической угрозой. Россия предлагает свой проект экономического развития региона – Евразийский союз. Казахстан и Киргизия уже в нем. При этом Евразес не мешает ни китайскому шелковому пути, ни американским инвестициям. Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан – это наши стратегические партнеры, стратегические союзники. Во всех этих странах Россия занимает первое место по уровню торгового оборота. У Москвы тут свои козыри, прежде всего общее прошлое. 25-летие дипломатических отношений в новейшей истории – лишь малый отрезок. Так, например, в Казахстане из 10 крупнейших городов республики 9 были отстроены российскими переселенцами, в том числе нынешняя столица Астана и бывшая Алма-Ата, где проходила последняя встреча президентов. Сейчас в Казахстане считается престижным учиться в русских школах и по русским учебникам. Открываем первую страницу учебника русского языка, казахстанское издательство. Первая тема – русский язык как развивающееся явление. Открываем учебник российского издательства «Русский язык как развивающееся явление». Это уже о многом говорит. В этой общей истории не обязательно уходить вглубь веков. Самая яркая страница – Великая Отечественная война. Событие, которое коснулось всех. Из Центральной Азии шли составы на фронт. Здесь формировалась знаменитая Панфиловская дивизия. И здесь это помнят. Самые массовые шествия бессмертного полка в прошлом мае за пределами России были в Киргизии и Казахстане. Тогда была одна страна, был единый народ советский, была одна победа, была общая боль. Вот когда мы начинаем растаскивать общую победу по национальным квартирам, вот это приводит к раздору наших народов. Пожалуй, именно Казахстан из стран Центральной Азии понимает лучше других, насколько важен такой союзник, как Россия. Общение между лидерами двух государств настолько интенсивное, что впору заносить в Книгу рекордов Гиннесса. Кто-то прочитал в прошлом году, Путин 22-й визит совершил в Казахстан и тем самым выдвинул нашу республику на первое место с точки зрения активности взаимодействия с Москвой. Получается, сейчас была 23-я встреча. Взгляды Москвы и Астаны на международные проблемы, как говорят дипломаты, совпадают. Никаких вопросов у нас нет. С российской стороны, вот, едет моя делегация,
Перед вами только встретились, они обсудили между собой. Все текущие вопросы решаются в дружественном ключе. И проблем не вижу. Для Центральной Азии наступает сложный период. Сменился лидер в Узбекистане. До конца весны, как ожидается, новый президент приедет в Москву. Осенью будут выборы в Киргизии. Алмазбек Атамбаев подводит итоги своего президентства и считает главным достижением нормализацию отношений с Россией. Говорит, это надо сохранить. Вот подарил российскому президенту скакуна. Таджикистан нервничает из-за угрозы с афганской границы и тоже все больше смотрит на Москву. Хоть до нее из Душанбе 3000 километров, но ближе соседа выходит и нет. Виталий Воронин, Анна Воропай, Наталья Бандурина, Алексей Панасевич и Вячеслав Голубь. 5 канал.